Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Каждый из нас имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Об ответственности за нарушение трудовых прав работников поговорим сегодня. Гость у нас в студии Эльшан Фатулаев, помощник прокурора города Якутска. Эльшан Илгарович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хочу поговорить вот о чем. Сколько прокуратура Якутска было выявлено нарушений в сфере законодательства и трудового, в том числе трудового законодательства и по оплате труда? Прокуратура города в истекшем периоде текущего года выявлено 571 нарушение трудового законодательства, в том числе 271 нарушение в сфере оплаты труда. В целях устранения данных нарушений прокуратуры города принесено 114 представлений, по результатам которых 46 должностных лиц организаций привлечены к дисциплинарной ответственности. Также по постановлениям прокуратуры города привлечено к административной ответственности 47 работодателей. Кроме того, прокуратурой города в целях взыскания задолженности по заработной плате в суд направлено 30 исковых заявлений на сумму более 3,5 миллионов рублей. Кроме того, по материалам прокуратуры города в отношении одного работодателя возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы за период свыше 3 месяцев. Слушайте, 571 нарушение – это много или мало по сравнению, допустим, с прошлым годом? Ну, в аналогичном периоде прошлого года выявлено примерно такое же количество нарушений, то есть нарушения остаются на одном уровне. Ну, динамика к снижению есть, но она все равно на таком же уровне остается. Всего по принятым мерам прокуратуры города в этом году взыскано в пользу работников, то есть им выплачена заработная плата на 10,5 миллионов рублей. Ну вот смотрите, как вы говорите, 47 работодателей привлечены к ответственности. Какого формата эта ответственность? Что грозит работодателю за несоблюдение своих обязанностей? За нарушение трудового законодательства, в том числе по оплате труда, у нас предусмотрена административная ответственность. Это у нас статья 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф за данное нарушение у нас до 20 тысяч рублей. Также у нас имеется уголовная ответственность за невыплату заработной платы свыше 2 месяцев, а также по частичной невыплате заработной платы свыше 3 месяцев. Это уже статья 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция по данной статье максимально у нас это до 3 лет лишения свободы. То есть как уголовная ответственность предусмотрена, так и административная. Кроме того, при задержке заработной платы работодатель обязан начислять и выплачивать компенсацию согласно статье 236 Трудового кодекса Российской Федерации за каждый день задержки выплаты заработной платы по тарифу, который установлен Центральным банком Российской Федерации. А если говорить вот об этом нарушении, не выплата заработной платы, кто чаще нарушает, государственные компании или частные лица? В основном, конечно, большинство это частные лица, либо индивидуальные предприниматели, либо ООО, АО. Они не выплачивают ее по своему собственному хотению, но изначально же в бюджете любой компании закладывается сумма на заработную плату. Да, безусловно, должен быть установлен фонд оплаты труда, но не все работодатели этому следуют и иной раз этим пренебрегают в целях получения выгоды для организации. То есть могут работникам не доплачивать заработную плату или задерживать в целях получения своей выгоды для обеспечения работы компании. Но при этом, если работник принимается на работу, приоритетным направлением для работодателя должно все равно быть выплата заработной платы. Ну, безусловно, я с вами могу только согласиться. Куда жаловаться, если не платят зарплату? При задержках по заработной плате или вообще ее не выплате можно обратиться в Государственную инспекцию труда Республики Саха-Якутия, расположена по Орджоникидзе 10, а также в органы прокуратуры. В прокуратуру города Якутска, Халтурина 4/1 можно подойти как лично, обратиться с заявлением, также посредством интернет-приемов через сеть интернет. Но это можно, насколько я знаю, сделать еще и анонимно. Ну, можно, да, анонимно, но необходимо будет указать работодателя, в действиях которого, по мнению заявителя, имеются нарушения.
Давайте поговорим все-таки о заработной плате, из чего она состоит и кем устанавливается МРОТ. Заработная плата состоит из минимального размера оплаты труда, то есть заработная плата должна быть не ниже МРОТ, который установлен у нас с 1 января 2024 года на территории города Якутска. В бюджетных организациях это у нас 48 105 рублей. Кроме того, постановлением правительства Республики Саха-Якутия номер 438 у нас установлен, получается, прожиточный минимум по всей республике, который составляет 25 434 рубля. Кроме того, нужно сказать о том, что на работодателей в силу статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации возложена обязанность по индексации заработной платы, то есть обеспечение к ее увеличению. Ежегодно работодатель должен принимать меры путем премирования работников, да, чтобы увеличить оплату труда или увеличение самих окладов по заработной плате. Можем ли мы говорить об удержаниях же зарплаты? Есть ли какие-то прописанные в законе штрафные санкции, именно, так скажем, рублем? Имеются, да, требования к удержанию заработной платы. Статья 137 Трудового кодекса Российской Федерации. Там у нас определены основания для удержания из заработной платы. Это у нас такие случаи, как выплата работнику заработного аванса, который он фактически не отработал, или взыскание в случаях, если работнику выплачены командировочные средства или авансовые платежи, за которые не израсходованы или за которые он не отчитался, а также излишние выплаченные суммы в результате счетной ошибки. Но при этом сумма взыскания по заработной плате не должна превышать 20% от начисленной суммы. Но это мы сейчас говорим о том, что прописано в законе. Я немножко о другом спрашивал, о наказании рублем внутри компании. Оно же никак не регламентируется законом. Вообще... Это же внутренний кодекс компании. Если в локальных актах организации предусмотрены, так скажем, штрафы, да, согласно которым из заработной платы удерживаются денежные средства, это является, безусловно, неправомерным, так как не должна заработная плата быть ниже установленным трудовым договором, локальным актом организации. То есть, если такой локальный акт нами устанавливается, то на него сразу же приносится протест, и он отменяется. То есть, значит, суммируя то, о чем мы сейчас сказали, начальник нам, условный начальник, вырезает пол зарплаты, мы сразу же это все фиксируем, идем в прокуратуру, потому что это... Да, можете по данному факту обратиться в органы прокуратуры, Государственную инспекцию труда. Но это случай неправомерного списания, так скажем, зарплаты. Мы сейчас не говорим о авансах и прочем. В каких случаях можно в прокуратуру обратиться, либо в Роструд еще по вопросам несоблюдения трудовых прав? Основные обращения к нам поступают по вопросам невыплаты заработной платы, а также ее задержкам. Кроме того, поступают обращения по факту уклонения от заключения трудовых договоров между работником и работодателями. Работодатели пренебрегают этим и подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами. То есть уже при таких договорах уже работодатель полагает, что он не обязан оплачивать больничные, а также налоговые взносы и страховые взносы на работника. То есть, насколько я понимаю, это тоже частая практика, когда ГПХ предлагают вместо трудового договора? Это частная практика, тоже по таким фактам мы принимаем меры. За такие нарушения предусмотрена ответственность по части 4 статьи 5.27 КоАП Российской Федерации в отношении работодателя. То есть практика такая тоже есть. А можно ли пожаловаться за несоблюдение условий труда, допустим, там, безопасности, гигиены, о которой мы вначале упомянули? Как на это реагирует прокуратура? Да, безусловно, работодатель при приеме на работу и вообще организации деятельности своей, как работодатель должен обеспечивать безопасные условия труда. Должна быть проведена оценка условий рабочих мест, определена вредность выполняемых работ. То есть работодатель в полном объеме должен обеспечить уже безопасность трудовой деятельности, так скажем. То есть должна быть там вода, минимальные рабочие места. Да, должны быть обеспечены рабочие места, максимальные комфортные условия для работника. Эльшан Илгарович, сейчас в самом разгаре не только летний детский отдых, но и летний трудовой сезон. Всегда очень интересовало, с какого возраста детям можно работать, именно с сознательным решением самих детей, не родителей. Вообще, по общему правилу, с
Согласно статье 68 Трудового кодекса, трудовой договор может быть заключен с 16 лет, то есть да, с несовершеннолетним. Также у нас имеются случаи, когда с письменного согласия к работе допускается ребенок с 14-летнего возраста, но при этом его рабочая деятельность, так скажем, не должна мешать его процессу обучения, а также не должна подвергать его жизнь и здоровье вреду, то есть не причинять ему ущерб. Но это, безусловно же, не все профессии, не все виды летней занятости, куда можно ребенка отдать с 14-16. Есть ли какой-то перечень разрешенных или запрещенных для детей летних профессий, так скажем? Деятельность в целом, она у нас предусмотрена такая, что работа, на которую направляется этот ребенок и работает, да, не должна быть для него опасной для жизни и здоровья. То есть не должен он допускаться к продаже спиртных напитков, табачных изделий, ну и иных подобных аналогичных товаров. Это я к чему спрашиваю? Просто я немножко не понимаю уборку детьми улиц. Это все-таки не самое гигиеничное занятие, и всегда можно нанести вред ребенку. Это тоже должно учитываться, да. Ну, это опять же исходя из желания. А что насчет оплаты детского труда? Также по общему правилу, да, детский труд тоже должен быть, безусловно, оплачен. Вся работа должна оплачиваться согласно фактически отработанному времени. Но опять же, непосредственно ребенку или до 16 лет пока еще родителю, да, насколько я понимаю? Да. Ага. Ильшан Ильгарович, в заключение хочу спросить все-таки вот о чем наша с вами сегодня главная тема беседы – это соблюдение трудовых прав. Что сделать, чтобы работодатели стали меньше нарушать трудовые обязанности, чтобы их было не 571, вот как вы говорите, из года в год практически одно и то же число, а ну хотя бы 300? Органами прокуратуры и контролирующим органам, да, Государственной инспекции труда проводится профилактическая работа. Мы предостерегаем работодателей о недопущении нарушений трудового законодательства. Мы в этом году объявили 50 предостережений работодателям в целях недопущения нарушений, в том числе по оплате труда. А также можно сказать, что работники должны отстаивать свои трудовые права и в случаях возникновения каких-то признаков нарушения трудовых прав уже обращаться в письменной форме. Сначала можно к работодателю обратиться, а потом уже, если никакой реакции нет, уже обратиться в органы прокуратуры или трудовую инспекцию. Ладно, спрошу все-таки под занавес, как говорится, есть ли хронические неплательщики? Таких нету, потому что нами принимаются меры, да, чтобы они не допускали повторных нарушений. Мы даем оценку полностью всем фактам невыплаты заработной платы, вплоть до уголовно-правовой. Хочется, чтобы на эти меры, так скажем, еще больше людей посмотрели и никогда не нарушали трудовое законодательство. Да. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью, до встречи в эфирах.